Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Лесные пожары в регионе несут не только большой материальный ущерб лесному хозяйству, но и жителям населенных пунктов. От огня страдает вся лесная экосистема. Как стихия отразится на охотничьем промысле в будущем, расскажет гость нашей студии Анатолий Попов, заместитель руководителя Департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Анатолий Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какой урон наносит огонь животному миру наших лесов? Лесные пожары, да, вот, которые сейчас очень много происходит в нас в республике, конечно, они наносят урон тем животному миру, среде их обитания, но это как бы косвенное значение имеет, или может даже и временное, да, такое значение. Конечно, от пожаров уничтожается среда обитания, гнездовье, логова, но прямых гибели животных от пожаров как такого, такого массового не бывает такого, да, потому что все крупные животные, птицы, они инстинктивно уже знают, что надвигается лесной пожар и уходят с мест, где возникла угроза, мигрируют в другие территории. Конечно, угроза, непосредственная угроза сильная возникает, когда идет быстрый пожар, и детеныши, мелкие грызуны, детеныши животных, птиц не успевают, не могут убежать. Да, вот это. И поэтому это, конечно, есть ущерб в этом. Но по истечению, да, вот, например, если так сказать, животные у нас есть место, куда уходить. У нас территория охотничьих угодий республики составляет свыше 220 миллионов гектар. На данный момент лесными пожарами пострадала территория не более 2 миллионов гектар. Это где-то не более 1% от всех территорий охотничьих угодий. То есть животным есть место, куда можно уходить. Да? Но на следующий год, после места, где произошел пожар, наоборот, происходит регенерация экосистемы. Экосистема начинает восстанавливаться, появляется молодая поросль, зеленка, кустарники. И сюда, наоборот, животные, обратно мигрируют, и у них это является излюбленным местом обитания. И копытные, мелкие животные, вслед за ними хищники приходят. И для копытных, особенно где завалы от пожаров, да, они любят именно такие места, наиболее защищенные для них получается. Расскажите, животные, спасаясь от огня, уходят из своей привычной среды обитания. Существует ли угроза появления хищных животных вблизи населенных пунктов? Конечно, угроза есть. Это больше касается у нас бурых медведей. Части касается волков, то особо такого не будет, так как это животное, оно инстинктивно сторонится населенных пунктов. А бурый медведь, да, действительно, он может появиться. Его численность достаточно большая у нас в республике, высокая, можно сказать. И при лесных пожарах идет миграция. И, конечно, происходит также и внутривидовой конфликт среди бурых медведей, когда изменяется ареал обитания. Каждый медведь имеет свой ареал обитания. При вторжении чужака обязательно происходит конфликт. Да? И, конечно, да, хищники могут появиться. Но это появление хищников было и до пожаров. Да? Всегда это в основном по вине самого же человека. Да? Это особо то, что около дорог, трасс именно подкармливают медведей, где эти придорожные кафешки, там не убирают пищевые отходы, на свалках не убирают пищевые отходы, и все это притягивает медведей. Это и было до лесных пожаров. И наше министерство ведет работу по появлению хищников. Мы оперативно выносим решение на регулирование численности, если возникает угроза, и оперативно выдаются разрешения
охотникам, специализирующим в этом направлении, да, и медведь, угроза как бы устраняется. А расскажите, как в Якутии ведется мониторинг численности животных и птиц? В республике, да, основной методика, утвержденная Министерством природных ресурсов, это методика зимнего маршрутного учета, которая у нас ведется после промысла. Это начинается с февраля, март, часть апреля. Да? И эта методика именно ведется по подсчету по следам зверей. Также мы практикуем методику авиаучета. В основном это касается у нас это тундровых популяций дикого северного оленя, снежного барана. Также у нас еще и как бы применяется и метод анкетного опросного учета. Есть еще и различные методы учета, которые сейчас разрабатываются, и со следующего года у нас тоже будут применяться. Пока вот по учетным данным такая информация. А расскажите поподробнее, что за анкетный учет? Анкетно-опросный учет. К примеру, да, есть животные, которым методика, да, недостаточно у нас развита для того, чтобы полноценно вести мониторинг именно вот этого животных. Например, вот бурый медведь. Да? Бурый медведь, он в зимней спячке как бы постоянно находится. Да? Летом проведение, то есть, когда он в спячке, соответственно, зимний маршрутный учет по следам невозможно вести. Авиаучет, например, летний период тоже невозможно вести, потому что когда появляется растительность, уже через деревья уже невозможно будет полноценно вести учет. Обычно авиаучет это ведется в открытой местности или в то время, когда у нас снег опал, или поздней весной, или поздней осенью, да, когда нету листьев. А тогда медведя уже нету. То есть медведи у нас в основном как бы по охотники, респонденты, это оленеводы, коневоды, все они видят, что вот где-то встречается, там видели, тут видели, и примерная вот корреляция делается по численности. Так, регулирование численности животных происходит благодаря охотпромыслу. Можно ли сегодня говорить о том, что охотничий промысел в регионе переживает непростые времена, которые связаны с ковидом, с какими-то определенными веяниями в моде, что мех сейчас не очень котируется? Да, вот у нас охотничьим промыслом, да, занимаются у нас охотничьи хозяйства, которые закрепили за собой охотничьи угодья. Да, это юридические лица, индивидуальные предприниматели. И основная их как бы промысловая сторона, которой они занимаются, это добыча пушнины и мясо дикого северного оленя. Сейчас, что касается пушнины, период охотничьего хозяйства переживает очень непростое время. То есть, во-первых, снижается спрос вообще на пушнину. Это связано с веяниями рынка, спроса, да, моды. То есть уже меняется, да, больше на синтетическую одежду. И теперь у нас в основном основные покупатели, которые за хорошие цену можно реализовать пушнину, это у нас происходит через аукционы, куда приходят в основном у нас зарубежные покупатели. Да? Пушные аукционы у нас есть в Санкт-Петербурге, в Иркутске. И вот последние 2 года из-за ковидных ограничений именно вот эти пушные аукционы уже проблемно было вести, то есть невозможно даже было в одно время провести аукцион. И из-за этого как бы тоже цена пушнины очень сильно упала. Охотники не могли реализовать пушнину, и, соответственно, доходы они очень сильно упали. По дикому северному оленю тоже как бы есть проблемные части по реализации. Да? Реализация это, конечно, есть, но в связи сейчас тоже возникла некоторый проблемный вопрос в том, что именно в части добычи. У нас республика основная добыча происходит именно в северных районах, где тундровая зона, да, это Жиганские, Оленевские улусы.
Булунский. Именно период, когда у нас полярная ночь заканчивается и более-менее теплое время, да, это март, ну, февраль-март. Да? А сейчас вступили в силу новые правила охоты, это в январе 2021 года вступили. Да? Там сроки охоты на дикого северного оленя сокращены 31 января. Соответственно, они не смогут уже добывать именно в благоприятное время. А в зимнее время, полярная ночь, когда невозможно провести охоту, да? Очень сильные низкие температуры. А осеннее время, летнее время, там невозможно много добывать, так как портится мясо, да, и труднодоступность. То есть невозможно, то есть речки засыхают, дороги как бы пока еще отсутствуют, бездорожье и так далее. И все это очень проблемную ситуацию дает именно для промысловиков вот, на дикого северного оленя. Вот. Ну, поэтому сейчас мы ведем работу, чтобы переориентировать вот эти наши охотничьи хозяйства не только на промысловой охоте, да, но и другим видам. Это предоставление услуг в сфере охотничьего хозяйства и развитие именно охотничьего туризма. А что вы скажете про механизм выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов? Вот наше министерство планомерно ведет в этом направлении работу. Да? И у нас проблемная ситуация вот возникла именно вот последние годы, когда вот именно по распределению решений общедоступных охотничьих угодий, на которых и на животных, на которых вот становятся лимиты. Это копытные, бурый медведь, да? И возникали огромные очереди, людям все это не доставалось, то есть люди днями, ночами, месяцами стояли в очереди. И было очень много проблемных вопросов, как распределить, чтобы всем было справедливо. Да? Возникло это потому, что у нас квоты уменьшились из-за того, что основная, ну, то есть часть, да, более половины вот этих квот добычи животных, это идет на закрепленные охотничьи угодья, это охотничьим хозяйством. То есть они должны приобретать у охотничьих хозяйств. Да? Но это, конечно, они продают за определенную стоимость, и не все туда как бы могут приобретать, и все стараются получить именно общедоступные охотничьи угодья. И поэтому у нас совместно вот, с депутатами Елтувен, Республиканским обществом охотников и рыболов, Якут и Рыболов Союз, и наше министерство, Министерством инноваций, мы разработали вот механизмы, которые у нас внесены в закон Республики Саха-Якутия, и поэтому мы уже второй год распределяем сегодня разрешение. Да? То есть это мы используем метод жеребьевки, жеребьевкой с использованием генератора случайных чисел, и который синхронизирован с порталом государственных услуг Республики Саха-Якутия. Также жеребьевка идет соответствующая и в муниципальных районах, часть квоты мы туда направляем. А также мы определили часть квот именно для охотников, которые действительно хотят внести свою лепту в развитие охотничьего хозяйства. И в целях этого стимулирования мы им выдаем внеочередную выдачу разрешений именно для лиц, которые вот работали в работах по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов. Спасибо вам большое, Анатолий Семенович. Благодарю. Ну а я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали с Анатолием Поповым.